Тоқаевқа үніңіз жетті ме? Я подниму эту страну с колен. Алма Нутышева жаңа Қазақстаннан үмітті болды ма? Я думаю, что мой отец поддержал бы этого человека, ну, при условии, конечно, что он действительно достойный, да. Түрмеден босап үйге келген сәтте ең алғаш не айтты? Между прочим, я скажу даже вам такой даже интересный факт, я никому это не рассказывала. Қысқа жауап берейінші, Қазақстанда қазір оппозиция бар ма? Ну, конечно, енді Назарбаевтан бастап. Жалпы Заманбек Нұрқаділов пен сіздің әкеңіздің арасында байланыс болды ма? Ешкімге айтпаңыз. Да, вот был отдан приказ сломать ноги Арону Атабеку. Назарбаев? Да. Енді бұл сұрақ сізге ауыр тиюі мүмкін. Там убивает мой народ. Оппозиционерлердің депутат болып кеткеніне қалай қарайсыз? Тоқаев бере ме бізге сондай? Сіз нүктесін қойыңызшы. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, Бағдар YouTube арнасында сұхбат. Бүгін біздің спикер, оппозиционер, диссидент, қазақтың соңғы самурайы, марқұм Арон Атабектің қызы Алма Нутышева. Алма ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сұхбат беруге келіскеніңізге, бет жүз көріскеніңізге мың алғыс. Енді Арон Атабекті дүйімел білгенімен, оның отбасын сіздер жайлы көп адам білмеуі мүмкін. Алдымен осы Нутышевтар әулет жайлы айтып өтсеңіз, неше ағайынсыздар, саяси көзқарастарыңыз қандай? Осы тұрғысынан әңгімелейікші, әңгімемізді бастайықшы. Жақсы, рахмет сізге. Менің атамның әкесі Нутфолла Батыс Қазақстан облысында бай адам болған. Ол кісі халық жауы ретінде бірінші жолымен Орал қаласының түрмеде өлтірілген. Енді екінші жолы Хабибулла Аронның әкесі халық жауы ұрпағы ретінде Якутияға айдалған. Сол жерде менің марқұм атам Мұстафа Шоқайдың жақтастарын енді өлім аузынан құтқарып қалды. Марқұм атам айтқандай, сол жерде, сол тұзақта ол енді қандай адамдар бір-бірін жеген көрген. Сол жерде ат болған, ужас болған. Менің бабаларым, олар бәрі әділдік үшін күрескен адамдар болған. Енді менің әкем Арон Атабек және інісі Рашид тәуелсіздік пен әділдік үшін күресті. Олар енді ана сүтімен бойларына сіңірген. Екеуі де саясаткер болған, екеуі де ғылым адамдар болған, екеуі де ұлы қазақ халқының батыры болған. Екеуінің де арманы болған Қазақстанды енді күшті демократиялық, сондай енді әділдік мемлекет деу болған. Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, жалпы Арон Атабектің ұрпақтары жайлы, сіз жалғыз қыз? Иә, мен жалғыз қызбын. Жақсы. Енді біздегі ақпарат бойынша сіз тырнақшаның ішіндегі жаңа Қазақстан орнағаннан кейін президент аппаратына арыз жазып, өтініш арқылы Тоқаевқа электронды түрде бейне өтініштермен үндеулер жолдаған екенсіз. Менің сұрағым былай болсыншы, Алма Нутышева жаңа Қазақстаннан үмітті болды ма? Мен солай айта алмаймын. Мен уже сол маған бірнеше енді отказ келді. Әкемнің толық ақталу арналған арызына. Енді менің уже, знаете, как орысша айтайын, руки у меня уже опустились у меня уже руки. Бірақ енді менің жүрегім сенет, что енді бір күні менің әкем толық ақталуын алады. Мен сол сенем. Бірақ мен білмеймін, Тоқаев бере ме бізге сондай бақытты. Енді басқа адам бере ме, сол мен білмеймін, бірақ мен сенем. Тоқаевқа үніңіз жетті ме? Әлде? Енді мен қалай соны айтам? Қазір мен тек қана менің арманым тек қана әкемнің толық ақталуын алу. Ол кісіден жауап болмады, ешқандай? Жауап ешқандай жоқ, реакция жоқ. Тек қана маған везде отказ. Жақсы. Сіз шаңырақ оқиғасы болған 2006 жылы 22 жаста болдыңыз, иә? Ес біліп, етек жинаған кезіңіз. Сол кездегі жағдайды айтып беріңізші, қандай күйде болдыңыз? Шаңырақ оқиғасының елге беймәлім айтылмаған тұстары бар ма? 2006 жылы менің аяғым ауыр болған. Біз, менің жолдасым екеуміз, әкем түрмеге кірген кезде, біз барлық Алматыға заңгерлерге бардық. Бірақ олар тек қана бізге бір жауап берді. Біз соны жұмысты алмаймыз. Себебі бұл политический заказ. Солай маған, барлығы бізге айтты солай. Ешқандай ақша бізге керек жоқ, біз соны алмаймыз жұмысты деді.
И менің енді ауырым, да, моя боль. Өз жалғыз немересін менің әкем тек қана 15 жыл кейін көрді. Сол деген, конечно, өте, как сказать, грустно. Жалпы кейбір бақ құралдарында сіз 2021 жылы 1 қазанда Арон Атабекті өз күшімен босатып алды деген ақпарат бар. Бұл процесс қалай жүзеге асты? Жаңағы бір сұхбаттарыңызда айтыпсыз, 10 күн бойы кісендеп ауруханада ұстады деген ақпарат бар екен. Жалпы Арон Атабектің абақтыда азапталған жайлы деректерде қолымда бар депсіз. Осы тұрғысында. Мен өзім Павлодар қаласынан әкемді Алматыға келдім. Сол күнде маған таңертең бір кісі звондап айтты: қазір енді шуламаңыз, ешкімге айтпаңыз, мүмкін сіздің әкеңізді босатамыз дейді. Түстен кейін мүмкін, бірақ мен точно сізге айта алмаймын дейді. Соны енді мен, конечно, шошып қалдым. Не болды, қалай болды? Менің әкем қатты ауырған, сол себебі үшін ол ауруханаға ауыстырған, иә. Сол ауруханада мен таң қалдым. Әкем енді кәрі адам болған, да, енді қатты ауырған адам болған. Салмағы 47 килограмм болған. Өзіңіз көрдіңіз ғой фотографияларында. Енді мынандай, да, түрімен ол кісіні 3 күн су да берген жоқ, тамағын да берген жоқ. Уже даже все равно, да, издевательство было в любом случае. Қолында наручниктер болған. 3 күн солай памперспен тек қана төсекте жатты. Сусыз, енді ештемесіз, тамағын да берген. Ал жалпы ауруханадан бұрынғы түрмедегі көрген азап жайлы айта кетіңізші. Деректер. Енді ең соңғы шығармашылығы әкемнің поэт тюрьме, сихуары, мемуары деген мен кітапты шығардым. Кітап енді ол 2 автор. Менің марқұм әкем и мен өзім. Менің енді кітабым сондай «Воспоминания дочери казахского самурая». Бұл толық біздің әулет туралы бәрін айттым. Ал әкемнің шығармашында ол қалай азаптағанын бәрін ол жазды. Әкеме енді сіз білетін бір-екеуін мысалға келтірсеңіз. Енді шарата верейн, да, то, что я говорю, согласно книге, да, согласно книге, как пишет мой отец, ему ломали руки и ноги, қолын аяғын сындырған. Еще анау Бақай оқиғасы бастағанда, сол жерде даже уже все переломдар уже болған. Ол кісі үйге келгенде маған түрменің бастығы маған документтерді медицинский берген маған, медицинский документ. Сол документтерде толық картина бізде болған. Перелом гортани, перелом рук и ног, заболевание шейного позвонка, переломы шейного позвонка. То есть полностью истощение, атрофия рук и ног. Вот сондай енді такой страшный диагнозбен келді ол. Жақсы. Енді Арон Атабек мерзімнен бұрын босап шығуға өтініш жазудан бас тартқаны белгілі. Бұлай істесем, кінәні мойындаған болам деді. Түрмеден босап үйге келген сәтте ең алғаш не айтты? Ол маған бірінші рет сол туралы самолетте еще маған айтты. Біріншіден ол жылап кетті, менің әкем. Жылап кетті, ол маған айтты: қызым, енді менің қазақ халқым мен туралы енді не ойлайды? Неужели, говорит, подумаю, что я слабак? Әкем деді, жылап кетті. Ол енді өз ауыр қолымен босататын қарсы арызын жазды. Мен шықпаймын деді ол әкем, мен шықпаймын. Тек қана маған толық реабилитация керек, толық ақталуым маған керек деді. Енді олар енді әкемді алдап, аэропортқа енді уже, когда уж привезли уже его в аэропорт, уже, конечно, он уже удивился, ему просто уже некуда было деваться. Потому что уже, когда в самолет его посадили, ему сказали: ага, все, болды, арыз жаздыңыз, енді все, басқа ауруханаға сізді ауыстырамыз деп, енді давайте все, кетеміз. Ну, спокойно енді барып, автозаққа кіріп кетті. Көзімді ашып, мен таң қалдым, самолеттер, аэропорт, соны мен таң қалдым. Енді мен уже сол жерде мен болдым, Павлодар қаласында. И
я испугалась, потому что ондай прям такая секретная атмосфера была. Все бегали, там было 20 человек там было по Владаре. Я боялась, что меня дадут просто-напросто труп его, что просто его убили и меня обманули, а я подписала уже документ о том, что я забираю его домой. Вот сондай болган. И, конечно, папа переживал, что он зря сидел 15 лет. Я напомню, что он сидел 15 лет в одиночной камере. Его избивали, ему ломали там руки и ноги, ему не давали еды, он там голодал. Сіз бір сөзіңізде менің әкемді Қазақстан жүйесі өлтірді, оны азаптаған адамдар әлі де бостандықта дедіңіз. Бұл сұрақпен нақты кімді меңзедіңіз? Менің әкем бір жазған толық фамилияны атты, да, кім кінәлі. Ол, конечно, енді Назарбаевтан бастап, Тасмахамбетовтан бастап, да, и анау барлық толық анау бастықтары, да, КУИЗ, және анау РОВД, ГУВД, соның барын фамилиясы бізде список бар. Бірақ менің ойымда кім кінәлі? Енді, конечно, өкімет кінәлі. 80 жылдан бастап менің әкем енді прямой оппонент болған Назарбаевқа. Прямой оппонент. Енді біздің бірінші президент сондай қу саясаткер болған кезде, ол қатты, как сказать, боялся вот он, да, он такой как бы, да, вот был, что, дай бог, Арон Атабек станет президентом этой страны. Он боялся этого. Иначе никак не объяснить все преследования моего отца. Назарбаев? Да. Ну, а как без Назарбаева могло такое происходить? В наше время, в 21 веке, как могут пытать людей без согласия, так скажем, да, без немого разрешения главы государства? Вот даже вот на сегодняшний день, да, вот я думаю, что все, что происходит, да, вот даже вот среди нас, среди обычных людей, в любом случае знает глава государства. Это нормальное явление в каждой стране, что глава государства знает основные такие вот больные точки, основных, так скажем, да, врагов, да, в их понимании. В любом случае они все знают. На то и существуют комитеты КНБ, ФСБ в других странах. Жақсы, енді экс-президент жайлы сіз айттыңыз. Енді әкеңіз түрмеден шыққаннан кейін Азаттыққа берген сұхбатында басы жарылып, құлаған оқиғасын айтып, Назарбаев өзінің қарсыластарына осылай жасайды. Тапсырыс деп ойламас үшін әдейі істейді дегенді айтады. Жалпы Арон Атабек тірі кезінде Нұрсұлтан Назарбаевты қаншалықты кінәлайды? Енді мен айтым ғой. Менің әкем айтқандай, Назарбаев біздің бірінші президент өте қу саясаткер болған. Тек қана қу саясаткер солай істейді. Тек қана солай. Потому что вот это вот, знаете, такое вот избавление врагов, зачистка врагов таким сталинским, да, вот таким вот репрессивным способом, это может быть делать только, как бы, ну так скажем, нечистый на руку политик. Мой отец как политик был чистым человеком, он был честным человеком, он боролся только за права Казахстана, он боролся за то, чтобы народ Казахстана жил в благополучии, чтобы права людей не нарушались, за это он боролся всю жизнь. И я напомню, что мой отец уроженец Российской Федерации, он приехал из России, вот, он приехал из города Астрахань. И будучи даже 16-летним ребенком, он в клубах, да, в то время же были клубы, Дом культуры, клубы, да, вот, он собирал полностью всю молодежь казахской диаспоры и рассказывал им о Казахстане, насколько велика наша страна, насколько как бы она богата, да, природными ресурсами. И как бы этим самым, да, вот он развивал уже, будучи молодым человеком, да, маленьким ребенком, он уже развивал культуру, любовь к родине он развивал. И когда он приехал уже в город Алмату, когда моего дедушку Хабиб Мурзаковича перевели уже в Алмату на должности уже главного бухгалтера Министерства водного хозяйства, и мой отец перевелся уже в Казгу на филологический факультет, он как бы также далее продолжал, он прививал всем, да, своим друзьям любовь к родине. Да, он писал стихи, да, прекрасные о родине, о любви к своей стране. И этим самым, да, он доказал, да, что он был истинным патриотом своей страны. Жақсы. Арон Атабектің Шаңырақ ауылында ешқандай жер болмағанын айттыңыз. Ол өзге адамдар үшін күрескен. Бұл сонда
сіздің әкеңізге жасалған қастандық болуы мүмкін бе? Жаңа әкеңіз айтып кетті ғой, Назарбаев қастандық деп ойламас үшін бәрін әдейі істейді деп. Енді сол, конечно, ол дұрыс айтты. Я әкемде шынарақта ешқандай енді жер болған жоқ, үйде болған жоқ. Тек қана вот просто ол как бы кісі шығып, да, потому что у него душа болела, да, за народ Казахстана. У него душа болела. Между прочим, я скажу даже вам такой даже интересный факт, я никому это не рассказывала. Я недавно подала заявление через тот же самый ЕУТНШ, просьбу, да, вот, просьбу обращения свою как бы к государству, в акимат города Алматы. Все прекрасно знают, кто такой Арон Атабек, за что он боролся. Да? На сегодняшний день все земли, дома, которые узаконены, а там десятки тысяч семей проживают, да, на сегодняшний день в своих домах, это довольно-таки уже стало как бы, да, довольно-таки дорогим жильем, и, естественно, как бы этот район уже стал уже таким уже респектабельным, да, функционирующим, своей как бы инфраструктурой. И буквально недавно я подала заявление о том, чтобы мне выделили хотя бы кусочек земли, да, в этом Шанраке, в память о моем отце. В моих планах было построить там музей. Музей имени моего отца. Но что просто было моей частной собственности, как наследницы. Мне приходит очень интересный ответ. Вот, привет акимату города Алматы. Что я прям вот, даже вам предоставлю даже прям вот этот ответ, да, вот ЕУТНШ. Вот, там прям написано прям вот на русском языке, что никаких земель под ИЖС до 2040 года в городе Алматы выделяться не будет. Возникают два вопроса, да. У моего отца, за моим отцом закрепилось там 2 участка земли, один из которых уже реализовали какому-то частному лицу в 2013 и 2014 году. 2 участка у него было по 6 соток. То есть весь народ Шанрака знал, что это земля Арона Атабека. Там залит был даже фундамент, даже был небольшой на одном участке. А второй участок государство полностью его отвело под какие-то канализационные, в общем, сооружения, под госнужды. И, в общем, как бы из этих 6 соток земли осталась всего одна, как бы, естественно, мне никто это не даст. Но, опять же, как бы, да, ну, могли бы, да, в память о таком великом человеке, да, о котором их же дети, да, будут читать в учебниках Казахстана. Это время в любом случае придет, и все прекрасно об этом знают, все представители власти об этом знают. Могли бы в память бы хотя бы, да, о таком великом человеке выделить, да, 6 соток земли, за которую человек отдал жизнь, за которую человек отсидел 15 лет, испытывая пытки, да, голод и холод, просто даже хотя бы из уважения. Я не требовала, да, там себе дворец, там, да, какое-то административное многоэтажное здание, да, выделите мне 5 соток земли, чтобы я могла поставить там, не знаю, там какую-то времянку, да, и сделать просто хотя бы потом музей своего отца, имени своего отца, чтобы люди могли приходить, да, и смотреть, вот это историческое место. На самом деле, это же историческое место, это уже такое место, да, куда люди будут приходить. И я хотела там просто как бы сделать вот именно такое вот памятное место Арона Атабека. Но однако я получила опять очередной отказ. Жақсы. 2012 жылы Арон Атабектің тұңғыш президентке қатысты жазбасы үшін оның жазасына қосымша 2 жыл қосып берген. Бізге енді ол жазбаны табу мүмкін болмады, былайша айтқанда. Сіз білесіз бе, ол жазбада не жазылып еді? Сол уақытта менің әкем енді 2 шығармашылығын жазды. Резонанс и Назарбаевщина деген. Вот сол Назарбаевщина шығармашылығы үшін менің әкем тағы да азапталған. Потому что когда увидели его рукописи, вот, там уже, конечно, его страшно избивали. Они забрали эти рукописи у него в оригинале, потом вернули не в полном размере, как бы не в полном виде. Отрывки этих произведений, они есть в интернете, на сайтах стихи.ру, проза.ру. И сейчас я наполняю сайт Арон Атабек, там просто очень большая работа ведется благодаря Булату Мукишевичу Абилову, который как бы дружил с моим отцом. Вот, он спонсировал мне этот сайт, и на сайте Арон Атабек КЗ будет полностью все произведения моего отца. В том числе там и будет и резонанс, и Назарбаевщина, и все, что он писал. За этот труд, за резонанс, он вообще получил международную премию на международном уровне. Вот. Но, к сожалению, опять же, эта премия до него не дошла, потому что его бывшая супруга и ее дети эту премию себе забрали, так как и дом, который дарил ему брат, так же, как и квартиру, которую подарил меценат. В общем, полностью они его ограбили. То есть мой отец, конечно, настолько был светлым, добрым был человеком, да, что он не смотрел на материальные ресурсы, не смотрел.
Хотя, я говорю, вот я всегда подчеркиваю, что мой папа, он выходит из интеллигентной семьи, да, мы, слава Всевышнему, да, у нас всегда как бы было, да, хлеб с маслом на столе был. Дедушка занимал, Аташка занимал хороший пост в Министерстве водного хозяйства. Он фактически был заместителем был министра в то время, да, в 80-е годы. И сказать, допустим, да, что у моего отца были глаза голодные, нет, нет, он наоборот последнее все отдавал. Все, что вот у него есть, да, там деньги, еда, он всегда раздавал тем, кто в этом нуждался. Всегда. И его, конечно же, меньше всего интересовало, да, вот это вот материальный аспект. Его больше всего волновало, вот именно, знаете, чтобы была справедливость в нашей стране. Вот это была главная миссия была его жизни, главная цель была в его жизни. Я так говорю, да, не потому, что это мой папа любимый, да, безумно любила и люблю память своего отца, да, уже на сегодняшний день память люблю его. Я говорю это не как дочь, я говорю это как человек, как гражданин Казахстана, что таких людей, как Арон Атабек, рождаются раз в 100 лет. Таких людей я пока не видела, настолько таких патриотов, как мой отец. Никого не видела. Жақсы, енді Арон Атабектің желтоқсан оқиғасының ұйымдастырушылардың бірі болғанын біз білеміз. 2 жыл сол оқиғадан кейін 2 жыл жасырынып, кейін 1989 жылы Кеңес одағының коммунистік партиясының орталық комитетіне 1986 жылы желтоқсан оқиғасының саяси бағасын қайта қарау, наразылықтың барлық қатысушыларын босату және Қазақстанға мемлекеттік егемендік беру талаптары қойылған хат жолдады. Бұл әкеңіздің халыққа деген жанашырлықтан жасаған әрекеті ме, әлде Назарбаевпен тайталас сол кезден басталып па еді? Ну, это, знаете, это даже не сколько это была борьба, так скажем, да, чтобы сместить Назарбаева. Мой папа об этом не думал. Вообще изначально, да, когда он участвовал в декабрьских событиях, его цель была не свергнуть Назарбаева. Мой отец, знаете, как бы не имел таких, да, вот в тот момент амбиций, да, чтобы прям вот взять человека и убрать с его поста. Нет, нет, такого не было. Допустим, если стал бы кто-то другой бы, да, на место президента бы в тот момент, там, или в 90-х годах, или даже в 2000-х годах, я думаю, что мой отец поддержал бы этого человека, ну, при условии, конечно, что он действительно достойный, да, политик, что он справедливый человек, вот, он поддержал бы его бы. Борьба 80-х годов, да, вот именно Желтоқсан, да, события, они больше были у него сопряжены с такой целью, чтобы признать жертвами политических репрессий всех, кто пострадал при этих событиях. Вот это была его первичная цель. Я напомню, что в те годы было собрание, встреча была молодежи с президентом Назарбаевым. И когда пришел мой отец туда на встречу, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, это была ХБК, если память мне не изменяет, тогда мой отец, вот настолько он был смел, да, представляете, сидит сам президент, да, наш Назарбаев, в то время он был первым секретарем казахской, да, СССР, и сидит все его окружение, да, полностью окружение государственных деятелей. И молодежь, рабочая молодежь. Таковая была встреча между властью и молодежью. Пришел туда Арон Атабек, и он просто во всеуслышание сказал: я требую провести тризну по усопшим тем, кто погиб при декабрьских событиях. Я требую минуту молчания. Весь народ встал, Назарбаев до последнего сидел. Это и свидетели, это не только как бы мои воспоминания там, да, о папе, когда он мне рассказывал. Там очень много было народу. Вот. И Назарбаев с его окружением встали только через, наверное, несколько минут, потому что видят, что весь народ встал, и уже как-то, наверное, было уже немножко неудобно. То есть роль моего отца в истории Казахстана какова? Да, не только потому, что, да, он пошел защищать Шанрак, и не только потому, что он отсидел 15 лет, да, проведя их в пытках, мучениях. Я считаю как бы так, да, что в первую очередь его заслуга, да, первичная, скажем, да, которая в историю вошла, это то, что он требовал признать жертвами политических репрессий всех тех, кто умер и пострадал в тех кровавых событиях Желтоқсана. И самое, что интересно, да, все, что требовал мой отец, в итоге это все узаконивается. Да, на сегодняшний день события декабрьские, они уже имеют историческую ценность. То есть люди уже прекрасно понимают, да, люди, кто был участниками этих событий, они уже имеют какие-то хотя бы там привилегии, да, ордена, там какие-то бумаги. Но самое, что интересно, что моего отца так и не признали участником декабрьских событий. Назарбаев не позволил признать его участником декабрьских событий. А если бы не Арон Атабек, никогда бы никто бы в жизни бы не признал, что декабрьские события это была политическая репрессия, как бы, да, во-первых, и во-вторых, не признали бы даже их бы жертвами бы.
И не было бы этих почестей бы, понимаете, бы умершим людям бы. Не называли бы улицы бы, да, именами этих людей бы. То есть ничего бы, никаких вот этих бы не было, понимаете, никакого почтения. Опять же, благодаря Арону Атабеку. Я не говорю даже о том, что мой отец, в первую очередь, был гениальным писателем, гениальным поэтом, гениальным тюркологом, который мог переводить, да, археологические раскопки древнетюркские, да, как бы, и уже и давать, как бы, то есть людям уже историю буквально на ладони. Я не говорю даже уже об этом. То есть я всегда подчеркиваю, что роль Арона Атабека — это не только, да, его подвиг, это подвиг. И это не только подвиг Шанрака. Это еще и большой весомый вклад в историю Казахстана, именно как человека, который боролся еще с 1986 года за права народа Казахстана. Это главное. Об этом многие не знают, потому что многие думают как, что Арон Атабек приехал там, да, где-то вот, может быть, там из глубинки, да, у него была земля, и он за это боролся, и потом его посадили. Нет, абсолютно. Жақсы, енді тақырыптан ауытқымай тағы бір сұрақ қойып жіберейін. Дәл осы желтоқсан оқиғасына қатысқан Ербол Жүнісбайұлы деген азамат Мұхтар Шахановтың өзіне марқұм Арон Атабек әйгілі баяндамасын дайындап берген. Оны Мұхтар Шаханов тек өзі ғана жасағандай болды деген пікір айтты. Дәл осы мәселеге қатысты ел арасында қаңқу сөз жүр, екі түрлі. Бірі Мұхтар Шахановтың өз сөзі дейді, бірі Арон Атабек жазып берген дейді. Сіз нүктесін қойыңызшы. Арон Атабек өзі жазып берген сол хатты. Өзі. В то время мой отец жил в Москве, потому что его в Казахстане его преследовали. Вот. Опять же, да, мы возвращаемся к истории, что он был прямым оппонентом Назарбаеву, и, естественно, как бы его преследовали, да, там его, как бы пытались его и полицейские его схватить, были на него и нападения, да, в те годы. Я в то время была маленьким ребенком, я смутно помню, но как бы я помню, что это все было очень-очень было страшно. Отец был вынужден уехать в Россию. И в тот момент его друг Алмаз Исеков, если не ошибаюсь, и мой мархум дядя Рашид, они поехали в Москву, где отец полностью написал вот это письмо, обращение, да, вот это легендарное письмо, да, которое вошло уже в историю, и сказал, как бы, что вот уже направил своего брата с другом уже к Шаханову. Это было так, да. Вот многие, опять же, тоже не знают, это вообще интересные очень моменты. К сожалению, да, вот на сегодняшний день в учебниках Казахстана этих нюансов нигде не узнаешь, да, вот даже наше поколение, да, вот наша молодежь, они не знают этого всего, хотя это настолько важно, да. Представьте себе, да, вот, что один человек, да, Арон Атабек, будучи, который был творческим человеком в первую очередь, он столько сделал, да, вот таких вот больших вот вложений, да, в историю нашего народа. Но это должно быть уважено, это должно быть зафиксировано, это должны об этом все знать, потому что это история. Это история. Я больше чем уверена, что мы к этому придем, Алла Дурса. Я в это верю. Мен сенемін. Енді сейчас жігітпен прям сенемін. Но к этому, конечно, нужно прийти. Жақсы, енді шаңырақ оқиғасына қайтадан оралайық. Дәл осы оқиғаны Иманғали Тасмағамбетовтің саяси мансабындағы үлкен қателігі деп санайтындар бар. Сіз қандай пікірдесіз, ол кісі туралы не айтар едіңіз? Вы знаете, я знаю только одно. Я слышала о том, что он отдал этот чудовищный приказ. Насколько я сейчас, вот, может быть, правильно процитирую или неправильно, как говорили его же подчиненные люди, что он сказал полностью стереть с земли эти дома, незаконные постройки. То есть это был его приказ. И, конечно же, опять же потом, как я слышала, что он об этом очень сильно сожалел. Причем я скажу так, что Иманғали Тасмағамбетов, он тоже из рода Береш, он тоже кширс. Насколько я знаю, как бы, да, это, как сказать, да, мы с одного рода. И, конечно, мне вдвойне обидно, что такое решение, как бы, то есть, им несправедливое было принято. И весь этот СОБР, да, вся вот эта полиция, вот, если вы посмотрите в интернете, да, вот шанракские события, там, где, да, вот, там просто вот огромное количество было вот этих вот, да, спецназ, там, да, или ОМОН, я не знаю, как их назвать, но, в общем, такие спецслужбы туда приехали. Ну, такое ощущение, знаете, как будто там просто был какой-то теракт. А это были обычные люди. Біздің қарапайым қазақтар, да, аудан келген қазақтар. У них не было ничего. Их дома сносили со всеми вещами, со всем скарбом. Вот, знаете, у меня есть одна моя хорошая очень знакомая, она хорошо знала моего отца еще со времен микрорайона Бакай. Да, вот. Ее дом снесли. И до сих пор не выплатили ни копейки.
до сих пор не выдали им обещанные земли, хотя обещали, что снесут дома в Бакай. Бакай — это нынешний Расканат. И все там дома, которые снесли, их, по-моему, снесли, домов, 200, если не ошибаюсь. До сих пор еще никто не получил. Никто не получил. И самое, что ужасное, да, что в этой борьбе вот эта женщина, да, Алиман Розымбетова, она потеряла свою дочь. То есть, знаете, какие кровавые были события, да, вот Бакай, Шанрак. У нее дочка была после операции. Ей делали операцию на легкие. И из-за того, что сотрудник СОБРа или ОМОНа, в общем, грубо оттолкнул эту молодую женщину, и она как бы ударилась сильно, о пол упала, да, об стену, она через 2 месяца умерла. То есть понимаете, насколько это, да, вот людское горе. Людей сносили вместе с вещами, да, вот просто вот там, не знаю, давили, да, избивали жутко. Шанрак — это вообще просто было кровавое было побоище. И я многие годы, даже до сих пор, даже я вот как бы, я как человек, я не понимаю, да, вот почему папа туда пошел. Я бы не пошла бы, честно вот я скажу, да, откровенно. Я думаю, что и вы тоже не пошли. Ну, мы люди, да, Базадам Дармас, да, вот. А он, видите, он пошел. Он пошел, не имея там ни земли, ни дома, он пошел, он говорит, как я могу туда не пойти, там убивают мой народ. Вот, понимаете, были его слова. Как, говорит, лишают дома, лишают крова моих земляков. То есть настолько, знаете, у него была вот такая ярая, вот, да, вот именно любовь к землякам, да, любовь к родине, знаете, у него была такая прям вот, просто вот неистовая была у него любовь. Я говорю, я повторюсь опять же, да, вот как бы, я таких людей никогда не видела. Никогда за свою жизнь, таких, как мой отец. Жақсы, енді мынандай ақпарат бар. Жалпы осы шаңыраққа, Бақайға әкеліп, халықты қарапайым қарашаны орналастырған, жерді берген Заманбек Нұрқаділов. Ал содан кейін оның орнына келген Иманғали Тасмағамбетов бұл заңсыз салынған үйлер деп бұның бәрін қирату керектігін айтты. Жалпы Заманбек Нұрқаділов пен сіздің әкеңіздің арасында байланыс болды ма? Насколько я знаю, что они даже, по-моему, не были знакомы. Вот, насколько я знаю, что не были знакомы. По крайней мере, папа мне об этом не рассказывал. Я знаю, да, что как бы Заманбек Нуркадилов, он давал земли, да, но это было, как я понимаю, чтобы с целью, да, чтобы люди просто вот уже получили желаемое, да, и успокоились. Ну, в принципе, как бы это ему удалось. Я думаю, что когда уже Заманбек Нуркадилов уже ушел в оппозицию, тогда, конечно, уже уважение к нему, конечно, возросло. Тоже мархум Адам, Иман де Болсын. Вот. И, конечно, соответственно, как бы и отец мой тоже смотрел на него уже другими глазами. Вот. А то, что Смагамбетов отдал такой чудовищный приказ, мы все об этом знаем. Это уже как бы не тайна. Я вам новость вам не сообщаю, об этом знают все. Все это на их совести. Да, вот всех. Вот вы спрашивали меня до этого, да, кто виноват. Конечно, рыба гниет с головы. Да, есть такая пословица. Конечно, это верхушка, это власть. Но меня удивляет, знаете, больше всего то, да, вот мне даже вот как вот матери, да, вот мне вот обидно, что вот люди, да, которые идут служить, вот именно войска, да, вот Нацгвардию, там, не знаю, в ОМОН, КМБ, да, они исполняют приказы, понимаете, но когда несправедливость налицо, вот, к примеру, допустим, да, вот был отдан приказ сломать ноги Арону Атабеку. Понимаете, как это чудовищно? Ребята, которые годятся ему сыновья, в то время отец тоже уже был как бы немолодым, да, парнем, уже был взрослым мужчиной, вот, ему уже было больше 50 лет. То есть человека, который годится им в отцы, да, вообще, кумет да жок, да, вообще, вообще синет жок, холодомдарда, берут, ставят его на растяжку, профессионально ему ломали ноги, понимаете, не так, да, что так вот такого, ударили его, и у него нога сломалась, или он упал, да, и у него нога сломалась. Делали все профессионально. Ставили человека на растяжку, били ему по коленам, понимаете, так, чтобы наверняка нога сломалась. Понимаете, представляете, как это адская боль. И я вот удивляюсь, я говорю, вот мне обидно больше всего, да, что ни один человек на сегодняшний день, спустя уже 17 лет, да, прошло уже этих событий, не понес наказание. Не те, кто ломал ему ноги, да, кто там спецназовцы, там кто-то были, ОМОНовцы, да, вот Шанрак, Бакай, да, события. Не те вот эти дубаки, да, вот эти конвоиры там, да, в тюрьмах, города Павлодар, Каражал, да, Караганда, где папа мой отбывал наказание. Все они, получая чудовищные приказы, да, исполняли их, даже не вникая, да, в суть, что человек сделал, да, почему мы должны ломать ему ноги, руки, да, вот как бы
вообще, да, это каря дам, да, шал, да, дам. Он всегда папа говорил, мен шал был хоть, шал мен, говорит. Понимаете, издевались по-всякому. Я удивляюсь, да, что этих людей же родила мать. То есть мать их родила для чего? Для того, чтобы они стали людьми. А получается, что наша молодежь идет служить, да, вот в эти вот как бы какие-то там, так скажем, да, внутренние войска, не знаю, там, да, вот эти спецслужбы, да, и чему их учат? Чему их учат? Приказ дан, ломай, убивай, издевайся, пытай. Но все эти люди, да, исполнители и вот эти вот авторы, да, вот всех этих чудовищных приказов, они просто не знают одного, что жизнь-то она одна, и как бы мы бы, возможно, бы даже бы и не верили бы, да, были бы мы атеистами бы или нет бы, да, но есть Всевышний на свете. Для нас это Аллах, да, для кого-то это Бог, да, для кого-то там это Будда. Неважно, не суть, да, неважно, какой мы национальности, неважно, какой мы религии, но есть самая высшая сила, которая наказывает за такое, и наказывает причем страшно. И самое, что ужасное, да, что их дети могут так пострадать. Вот об этом они не думают. Я вот, знаете, иногда вот задумывалась об этом, да, очень горько, да, вот буквально до слез. Я вот не понимаю, как сейчас эти люди спокойно живут и спят. Вот все те, начиная, да, вот с верхушки, да, заканчивая вот самым последним, да, вот этим вот конвоиром, да, молодым, который вот эта вся вот эта вот цепочка, да, вот это вот сверху донизу, как они вот все на сегодняшний день живут. Я больше чем уверена, да, что они все, что происходит на сегодняшний день, они знают. Они знают, в каком виде вышел мой отец, да, они знают, как вообще над ним там, да, издевались. Как они живут? Я вот этого не пойму. Жақсы. Жалпы жаңағы Бекболат Тілеуханның жаңағы сөзінен біз астар іздей аламыз ба? Ол үшін бір факті келтірейін. Сіздің әкеңізді Алматыдағы түрмелерге біріне отырғызбай, Павлодарға, яғни солтүстікке алып кетті. Бұл сол солтүстіктегі көршілерге, яғни Ресейге жасалған ескертпе емес пе? Енді мен солай ойламаймын, чтобы ескерту было. Нет, я так не думаю. Я думаю, что просто почему моего отца отправили именно вот отбывать незаконное наказание именно на север, потому что они боялись. Понимаете, у меня отец вот обладал, да, уверенностью, харизмой, как Че Гевара. То есть вот, будучи, допустим, если он был бы в алматинской тюрьме, мог бы быть бунт, правильно же, раз, да, вот именно как бы вот на юге. Вот, это во-первых. Во-вторых, понимаете, условия содержания в Алмате намного мягче, легче, понимаете, на конце концов находимся здесь мы, родственники. Мы бы знали бы, да, что с ним происходит. Его увезли на север, все, связь полностью прервалась. У нас была переписка письменная. Вот. Я не считаю, что это было каким-то, знаете, угрозой там, да, или знаком, или, может быть, там, предупреждением, да, там, для других людей. Нет. Я думаю, что просто был дан приказ такой, что полностью его изолировать от всего и от всех. Почему, да, что человек, когда провел 15 лет в тюрьме, в 21 веке, понимаете, ему не разрешали ни звонков, да, родственникам, письма его все прерывались, да, вот сколько вот мы с ним переписывались, потому что я буквально каждый месяц, там, да, каждые 2 недели отправляла ему вот такую стопку писем, да, фотографии сына своего прикладывала, свои там фото, да, ну, рассказывала ему там в мелочах, как мы живем, что мы, как мы. И каждый раз я умоляла: папа, напиши на УДО. Когда подходило, да, уже время, напиши, папа, на УДО. Я понимала, что он там теряет здоровье. Когда мы говорили с ним в переписке, да, вот когда мы с ним общались на тему, так скажем, бытовую, да, семейную, наши письма доходили вовремя. Когда только, допустим, отец начинал возмущаться, да, вот все, просто переписка прерывалась. Только, может быть, буквально последний год, наверное, да, вот 2020-2019, более-менее переписка наладилась. Потому что ему разрешили еще звонки благодаря активистам, которые выступили полностью публично, почему Рауан Атабекову не разрешает звонить. И я отсылала уже ему в большом количестве карточки, он ко мне звонил, я уже знала, какой день он ко мне будет звонить, раз в неделю, какое время, я уже была, мобильный телефон у меня уже был в руках. Вот. Тогда еще как-то более-менее, знаете, уже пропускала, цензура пропускала, понимаете, тюремные его письма. А вот эти вот все годы, 2006 по 2000, грубо говоря, там 19-20 год, все, постоянно было прерывание. Сіздер ешқандай хабар ала алмадыңыздар? Ешқандай. У нас, знаете, как только было, заходил только брат его, мархум Агам Рашид, вот. Он туда приносил ему там, да, и продукты, и одежду, и просил там, да, где-то кому-то там давал деньги, чтобы какое-то маленькое радио, да, чтобы ему в тюрьму, в камеру передать.
все отбирали. Отбирали все полностью. То есть до такой степени ему даже не доходили продукты. То есть мы полностью как бы покупаем все, чтобы он там покушал, разрешаемое по закону тюремному, да, как бы вот по списку. Ничего такого запретного там не было, да. Вот именно что полагается, да, вот как бы именно заключенным, полностью все покупалось. До него практически ничего не доходило. Ничего. Енді бұл сұрақ сізге ауыр тиюі мүмкін, дегенмен де қояйын, енді қазір әлеуметтік желілерде жүр. Арон Атабектің өлімі Тоқаевтың Назарбаевқа сыйлығы деген сөзге көзқарасыңыз қалай? Мен солай ойламаймын. Мен солай ойламаймын. Объяснишь почему? Я думаю, что какая бы, знаете, была бы, так скажем, не совсем, если можно так выразить, нехорошая репутация нынешнего президента, да, ну именно среди оппозиции, так скажем, да, вот. Я скажу так, что в 2000, каком году он пришел к власти у нас только, в 2019 году, да, если не ошибаюсь, вот, он послал туда в тюрьму своего советника, вот. Максат Смаков, если не ошибаюсь. И у папы даже есть произведение, даже называется «Помиловка», о том, где он описывает, что к нему дошел советник президента. То есть Токаев только пришел к власти, видимо, он, возможно, хотел как-то ему помочь. Да? Ну, это я так воспринимаю, да, что, возможно, он хотел помочь. И он предложил ему помилование. Конечно, это не реабилитация. Конечно, отец как бы отверг это предложение. Но, тем не менее, он написал такие строки, он говорит: «Рахмет Курдас», они ровесники с Токаевым. Вот. «Рахмет Курдас, за то, что ты предложил мне помилование, но я его не приму, потому что я невинно осужденный зэк, я требую полной реабилитации». Но с обратной стороны меня удивляет, да, что после всех событий, да, хантарских, да, вот даже взять даже недавние события, да, это кровавая была, опять же, резня и бойня, да. Соответственно, много, да, сейчас кто обвиняет в этом нашего президента, да, что такое произошло, что такое вообще допущено было. Вот. И на фоне всего этого, да, я считаю, допустим, если бы я была бы, как сказать, у руля государства бы, да, в такой ситуации, я думаю, что реабилитация великого батыра, великого героя Арона Атабека, наоборот, мне бы, да, на руку, мне на репутацию дало бы большой-большой бы плюс. Это рассуждаю как обычный человек, это мое мнение, да, я рассуждаю как бы вот, как вот просто вот гражданин своей страны. И меня удивляет то, что на сегодняшний день Токаев упорно не слышит мои требования. Это не просьба, это требования. Законные требования, да, пересмотреть дело о Шанраке. Да, в конце концов, очевидно, что моего отца пытали, да, что у него столько болезней, что он умер, да, после всех перенесенных пыток. Его один вид, да, это уже просто он потряс весь мир. Не только Казахстан, да, мне пишут люди из России, мне пишут люди из Украины, да, выражают мне соболезнования, да, с Соединенных Штатов Америки, с Англии. То есть весь мир знает, кто такой Арон Атабек. Это не так же, да, как бы, что вот только мы знаем, кто он такой. Об этом знает весь мир. Фотография, где вот он только вышел, да, вот из тюрьмы, и вот в ванной дома у моей тети Розии, где вот он обнаженный по поясу, да, где вот просто вот кости вот одни видны, она практически облетела весь мир. Это, вы знаете, это вот укор, да, нашему государству, светскому, правовому, да, что в наше время есть такие пытки. И все, конечно же, просто все удивляются, что Казахстан, да, мирное такое вот государство, да, как бы вот в лице, вот на фоне всех остальных стран мира, что такое происходит, такой беспредел. Вот на сегодняшний день даже, по-моему, в России такого нет. Ну, кроме, конечно, вот случая Саакашвили. Вот недавно буквально сравнивали его с моим отцом. Да, вот многие очень люди, да, которые уважают моего отца, они часто вот именно слежат, да, вот ситуацию вот именно похожую. И вот недавно буквально я вот тоже видела вот публикацию, тоже ее себе перепостила, что Саакашвили находится в таком же состоянии, как и мой отец. То есть в таком же как бы истощенном виде. И, конечно же, я тоже очень сочувствую. Буквально сегодня было сравнение моего отца Арона Атабека с убийцей Роберта Кеннеди. Человек, который застрелил в 1968 году Роберта Кеннеди, вот, отсидел 55 лет в тюрьме, ему сейчас 75 лет, и вышел, как бы он, как я понимаю, в полном здравии, прям там прям фото. Ну, как бы пожилой человек, но такой очень цветущий, здоровый, то есть как бы не больной, не худой. И рядом фотография моего отца. 15 лет в тюрьме, да. Причем я хочу заметить, да, помимо того, что его отправили на север отбывать незаконное наказание, 15 лет он провел в одиночной камере.
15 лет. То есть ему не давали даже ни с кем даже общаться. Настолько боялись, да, что вот он может повлиять там, да, на кого-то, что, возможно, будет какой-то шум, да, там, что кто-то может быть там возмущаться. Настолько боялись, и я скажу даже более того, да, что отца моего уже нет почти 2 года, и до сих пор его боятся. Понимаете? Боятся его. Меня это очередной раз как бы просто удивляет и в то же время, понимаете, и восторгает, что некоторые люди, да, особенно как бы кто находится у власти, настолько они, понимаете, мелочно трусливы, что даже они боятся аруаха ушедшего человека. Вот это самое интересное. Жақсы, енді Қазақстандағы қазақтың самурайының қызды ретінде қазір енді білеміз ғой, тергеу изоляторында 15-20 күн жатып шығып, өзін мен оппозиционермін деп санайтындар бар. Бұларға сіздің көзқарасыңыз қалай? Енді мен сыйлаймын батырлықты. Батырлығымды сыйлаймын. Бірақ, я скажу вам так, да, что, так скажем, да, по роду моей деятельности, по роду как бы, да, деятельности памяти о моем отце, я много кого знаю, да, вот именно из оппозиционеров. Скажу вам так, не все. В основном, как бы, есть такая часть людей, которые просто работают себе на хайп, себе на рекламу. Причем даже есть такие люди, которые, казалось бы, да, уже заслужили такую, да, репутацию, да, что они оппозиционеры, что они борцы. На самом деле это просто воздух. Оппозиционерлердің депутат болып кеткеніне қалай қарайсыз? Если оппозиционер станет депутатом, почему бы и нет? Вот, допустим, недавно стал депутатом Ермурат Бапи. Почему бы нет? Уважаемый человек, человек, который вот уже сколько лет газете, 25 лет газете «Дат», все эти годы, даже когда еще отец мой был на свободе, публиковался Арон Атабек. Это дорого стоит. То есть газета была независимая, да. Такие СМИ у нас вообще их очень мало. Это вот газета «Дат», да, Ермурата Бапи. Это в то время еще был журнал «Адам Бол» Гжан Хамитовны Иргалиевой. Да, сейчас это Ельмедиа канал. То есть вот эти вот, их очень мало, независимых СМИ в Казахстане, их очень мало, и поэтому их нужно ценить. Если настоящий оппозиционер придет к власти, это будет хорошо. Потому что он уже будет видеть как бы, да, и текущую ситуацию глазами уже политика, да, сидящего в кресле там маслихата, да, или там мажилиса парламента, и будет понимать, что творится там, за его спиной. Потому что он буквально недавно сам там был. Видите? Қысқа жауап берейінші, Қазақстанда қазір оппозиция бар ма? Оппозиция, она есть, но ее очень мало. И я скажу откровенно, проблема нашей оппозиции в том, что они все действуют разрозненно. Понимаете? Есть борцы за справедливость, их очень мало, это люди, с кем как бы я по-дружески общаюсь и уважаю, но их очень мало на самом деле. Все остальное это просто пустой звук, это просто хайп, это просто пиар, это вот лайки, знаете, комментарии, перепосты. Ну, это наше время нынешнее, да, как бы люди на этом уже зациклены, на вот этом хайпе, на своем каком-то рекламном таком амплуа. Есть оппозиция, но ее очень мало. Но скажу как бы так, что таких людей, как Арон Атабек, конечно, я вот в современном Казахстане я еще не видела. Арон Атабекті саяси тұтқын деуге не себеп? Я думаю, что изначально он был политически преследуемым был человеком, он был диссидентом в первую очередь, потому что когда с конца 80-х, как я говорила, да, уже ранее, что он потребовал первый, да, он встал смело и потребовал, чтобы признали жертв декабрьских событий действительно жертвами репрессий, чтобы воздали им почести, да, посмертно. Вот. И с этого момента он стал, знаете, не по своей воле, да, он этого не хотел. Он стал просто врагом Назарбаеву, понимаете, который увидел в нем прямого конкурента. Я думаю, что такой президент, как Арон Атабек, он действительно поднял бы с колен нашу страну. В любое время, да, в 80-е, в 90-е, в 2000-е, без разницы, потому что он был истинным патриотом, знаете, и он обладал именно таким вот, да, стратегическим умом политика, что немаловажно. Он все знал, он все предвидел. А почему как бы у него такой статус политзаключенного, между прочим, признан на международном уровне? Весь мир признал, что он политзаключенный, кроме Казахстана. Казахстан упорно не признает его. Понимаете, в чем обидно? Ну, это уже очевидно, потому что его преследовали в 90-х годах. Он был вынужден покинуть страну. Он был вынужден просить политического убежища в Азербайджане.
Если вы знаете биографию, знаете. Аха, жақсы, мына бір сұрақты қоя кетейінші, енді жаңа сосын сөзіңіз сабақтарсыз. Арон Атабек саяси пана іздеп Ресей асқан, тіпті Кавказға да аяқ басқанын білеміз. Жаңа өзіңіз айттыңыз. Ол жақтағы өмір қалай болды ол кісінің? Қиын өмір болған сол жақта. Видите, потому что изначально у отца был выбор, где просить политическое убежище. То есть ему давали политубежище Турция, и США были готовы рассмотреть как бы его просьбу. Но он выбрал Азербайджан, потому что, чтобы быть ближе к тюркскому народу. Видите как? Опять же, да, играет опять же дух патриотизма к родине. Чтобы быть ближе к Казахстану и чтобы быть именно как бы в тюркоязычной среде, понимаете? Но это сыграло с ним злую шутку, потому что в то время Эльчебе, если не ошибаюсь, да, был во власти. Он пообещал ему политубежище, потом, уже когда надавили казахстанские власти на него, он ему отказал. И отец уже вынужден уже был уехать с Азербайджана в Россию, на Кавказ, в Москву и на Кавказ. Я часто очень к нему летала, и в Азербайджан, и в Москву. Там, конечно, жизнь, ну какая может быть жизнь диссидента? Конечно, для него она была нелегкая, потому что и там тоже как бы он подвергался преследованию. Но, тем не менее, как бы, знаете, он там как ученый, да, вот именно как тюрколог, он находил себе подобных ученых, людей, с кем он проводил время, у него там очень много друзей осталось. Даже вот на сегодняшний день я общаюсь даже с его старым другом, это Зинур Аглиуллин, он вообще живет в Татарстане, понимаете, вот еще с тех пор они тоже вот дружили. Конечно, было тяжело. Жақсы, жалпы енді әкеңіздің шығармашылығы жайлы бірер сөз айтайық. Ол кісінің өлеңдері халыққа жетті ме, және ақынның шығармашылығына арнап жиын жасағандарыңыздан хабардармыз. Жаңа суретшілер де бұл шарадан қалыс қалған жоқ. Жалпы әкеңіздің шығармашылығын елге паш ету үшін қандай әрекеттер жасап жатырсыз? Және бүгінгі буын, бүгінгі жас ұрпақ Арон Атабек жайлы нені білу керек? Что касаемо творчества отца, да, оно идет в народные массы так, как он об этом мечтал. Вот. И сейчас, когда уже его нет, да, конечно, продвигаю полностью все его творчество я. Это мой святой долг как дочери. Выпущена уже одна книга в прошлом году, я как озвучивала, да, стихуары, мемуары, воспоминания дочери казахского самурая, поэт в тюрьме, книга называется. Вот. И, конечно же, я постоянно публикую в своих социальных сетях, это Арон Атабек Official, Арон Атабек Воля, Facebook, это те сети, которые мы открывали вместе с папой, когда еще он был жив. Вот. Там я полностью публикую все стихи отца, еще и ранние стихи, малоизвестные стихи, да, которые даже нет в интернете. И люди, знаете, с удовольствием их читают. К сожалению, конечно, много рукописей у него украла бывшая жена. Да, у него очень был неудачный брак, вот, супруга, с которой он прожил, с которой он всегда был в Москве, в Азербайджане, да, там как бы, которая позиционировала себя как такая жена декабриста, так скажем, да. При первых финансовых таких прям больших трудностях она от него сбежала. Вот, сбежала. Развелись они в 2005 году, за год до шангарадских событий. Вот, она и ее дети, которые не являются по крови моему отцу детьми, понимаете, что делают они? Человека сажают, да. Ни одной конфеты они ему не передали в тюрьму за 15 лет, это я вам говорю, ответственность говорю вам, понимаете, ни одной конфеты они ему не передали. Хотя он вырастил этих детей, он жил с этой женщиной. Пока отец сидел в тюрьме, они ходили здесь по всем меценатам города Алматы и вообще Казахстана в целом, да. Я могу сказать, что я до сих пор слышу людей, да, которые говорят, как так? Я давал им столько денег на передачки Арону, они не послали ему передачки, понимаете, до такой степени даже доходило. Сегодня я говорила, буквально сегодня я говорила с одним очень известным адвокатом, если он позволит мне, Руслан Берсей, я скажу потом его фамилию, очень известный адвокат, который буквально сегодня только нашел меня в Фейсбуке и написал мне, говорит, Алма, вы, говорит, понимаете, говорит, что как бы я заходил к вашему отцу, я хотел, говорит, его защищать, говорит, а говорит, вот этот вот, говорит, сын, пасынок, получается, той женщины, он пропал. А потом, как выясняется, он пошел к людям и просил у них вот такой гонорар для этого адвоката. А адвокат вообще о гонораре даже не говорил. То есть, понимаете, возвращаясь к его рукописям, отец мой очень сильно возмущался, ему было очень больно, что большинство его рукописей осталось у них. Потому что, когда он сидел в тюрьме, он старался тоже высылать как бы, то есть и им, потому что они ему говорили, мы будем выпускать книги, мы будем делать то, мы будем делать это, они его просто обманывали. И когда вот он уже перед самой смертью, когда он уже понял, да, что к чему, он просто позвал их и сказал, он говорит, дом отдайте моему внуку, то есть моему сыну, рукописи все мои отдайте, все до единой бумажки, квартиру, говорит, когда, говорит, я, говорит, умру,
моя дочь, говорит, вам оставит, говорит, 1/3 часть. Вам троим, вы на улице, говорит, не останетесь, говорит. Понимаете, это было последнее, было его желание. Они его даже проигнорировали, понимаете? Когда мой отец попал в больницу, он лежал уже в коме, псевдодочь, да, вот этой женщины, она к нему зашла и сказала, она подала на него в суд, на отцовство, понимаете? Он ее не удочерил, она сказала, я требую, чтобы ты меня удочерил. Понимая, что человек уже умирает, да, уже все, каря Адам, уже все, уже он только из комы вышел. Мы так радовались, что он вышел из комы, он в коме был несколько недель. Она зашла обманным путем в клинику Сункар. Очень большой вопрос, мне тоже к этой клинике будут идти скоро. Как они вообще ее пустили? Заявление было отца, заявление было мое. Ее пропускают туда, понимаете, она в лоб говорит человеку, который только что вышел из комы, у него вот такая трахеальная метровая трубка в горле, он говорить даже не может. Она ему говорит, я на тебя подала в суд. Через 3 дня он умер. Это о чем говорит? Конечно, основная вина, да, что вот так вот он, так сложилась у него жизнь, да, что вообще как бы его пытали, это, конечно, вина нашего государства. Что они довели здорового мужчину, да, мужчину здорового, да, как бы в расцвете сил, мастера спорта по боксу, да, мой отец был прекрасным, был боксером, он занимался профессиональным футболом, да, он был спортсменом был, вот. Физически здорового, активного, да, умного мужчину довели до такого состояния, это, конечно, вина нашего государства, это вина нашей системы, да, и судебной, да, как бы и правительства, и все. Но то, что его бывшая семья вот так подтолкнула, да, как бы его к могиле, это я могу сказать однозначно. Мой отец ушел очень разочарованный из этой жизни, понимаешь, разочарованный он ушел именно ими. Если последние слова, допустим, в мой адрес были, да, как дочери, он мне говорил, доченька, я тебя очень сильно люблю, да, кызым. Он мне говорил, мен қазақшын ойлаймын. Когда я ему спрашиваю, я говорю, папа, я говорю, зачем тебе это нужно? Я говорю, папа, зачем туда пошел? Говорю, вот, ну, шанрах, да, там. Он мне говорит, даже если бы мне дал бы Бог шанс пойти туда еще раз бы, заново прожить жизнь, я бы пошел бы туда, потому что это мой народ, это казахи, это мой казахстанский народ. Вот так, понимаете, он говорил. То в их адрес, понимаете, он просто возмущался и требовал. У меня есть эти видеозаписи, да, как бы аудио, я все это выставляла в интернет, что он требовал вернуть свое имущество. Последнее, что хотел, вот, да, вот мой несчастный отец, да, которого просто, вот, я не знаю, медленно убивали, он хотел хоть что-то оставить своему поколению, да, то есть в моем лице, в лице моего сына, хоть что-то от себя. Он так этого хотел, но, к сожалению, эта подлая семья, они не исполнили его последнюю волю. Вот такая вот ситуация была. Жақсы. Енді Арон Атабектің Бағанашылдағы зиратқа жерленген білеміз. Жалпы диссидентті ақтық сапарға шығарып салу рәсімде елге белгілі кімдер бой көрсетті? Әлде қорқақтап қалғандар әлі көп пе екен? Насчет похорон, знаете, я скажу вам, было очень много интересных фактов происходило, да, когда вот мой отец, когда уже ушел из жизни. Во-первых, сейчас тоже вот даже вот идут вот, да, такие кривотолки, что якобы никого не пускали на похороны. Это абсолютное вранье. К нам пришло больше 700 человек. Представляете, 700 человек в непогоду, да, когда шел такой, знаете, пушистый снег. Тем более он умер в доме своей родной сестры Разии, а это Алмар-сан, это выше плотины. Люди бросали свои машины на Аль-Фараби и пешком шли для того, чтобы проводить последний путь моего отца. Конечно же, там тоже было достаточно много людей, да, кто просто вот, ну, так скажем, да, сделать, так скажем, хэштег Арон Атабек, похороны, да, чтобы как-то вот, не знаю, в интернете получить, так сказать, свою долю, да, вот это вот популярности и хайпа. Не без этого, это было всегда, это есть и будет всегда, я прекрасно об этом знаю. Вот. Но большинство людей там очень были, знаете, такие были, великие были деятели на похоронах моего отца. Я хочу особенно подчеркнуть помощь уже покойного Балташага Турсунбаева, который просто вот в тот момент, он так меня поддержал. Он приехал к нам ночью, и знаете, мы сидим вот, да, дома с тетей, у нас шок, да, что вот отец так ушел, да, что мы так надеялись, что он еще будет жить. И мы не знаем, что делать, да, как хоронить, где хоронить, да, вот. И Балташага приехал, да, вот так вот взял за руку меня, да, марком Иманда Болсын, вообще великий был человек. Он сказал, не беспокойся, мы сейчас все полностью будем решать. И благодаря Балташага, как бы, да, вот, что и получилось, как бы, и получить вот это место Баганашили, да, вот, хорошее место довольно у папы. И, вы знаете, очень много народу на сегодняшний день специально приезжает со всех уголков Казахстана именно туда, понимаете, Басна келет.
У меня сейчас как бы вот, конечно, если немножко мне не получается воплотить в жизнь то, что я хочу сделать на его могиле. Я хочу сделать там мемориальный комплекс. Мы поставили памятник, да, папе от семьи. Поставили мы памятник. Спасибо, да, активистам нашим, да, партии «Алаш». Вот, это папа, который открыл партию «Алаш». До сих пор алашицы все вместе, как бы они держатся. Залили там общими силами фундамент, они, да, собственноручно. Суган Улькен Рахмет. Вот. Но я хочу поставить отцу достойный мемориальный комплекс. Не потому что, да, как бы, что я хочу вот сделать там, чтобы там все было красиво. Нет, даже не из-за этого. А из-за того, что это был настолько был великий человек, чтобы люди, когда проходили мимо, чтобы они видели, что это был поэт, что это был диссидент, что это был политик. Я так хочу сделать. Жақсы. Енді бүгінгі Қазақстанға деген сіздің көзқарасыңызды енді көріп біліп жатырмын. Жалпы сіздің әкеңіз тірі болса, бүгінгі жаппай ұранға айналған жаңа Қазақстанның бет-бейнесіне қарап не айтар еді деп ойлайсыз? Перед тем, как мой отец умер, мы с ним разговаривали, ну, полностью на все темы, да, в том числе и на политические темы. И он мне сказал такую фразу. Он мне говорит: мне пожить бы хотя бы еще лет 10. Я подниму эту страну с колен. Я думаю, что если мой отец был бы жив, да, на сегодняшний день, и был бы полон сил, и я думаю, что у него хватило бы, да, и ума, и ресурсов, да, как бы и поддержки людской для того, чтобы прийти к власти. Однозначно. Я думаю, что как бы из него получился бы великолепный политический деятель именно вот на уровне правительственного Казахстана. И, конечно же, он мечтал о том, что самая главная его цель в жизни была, чтобы его народ жил достойно. Он всегда мне говорил. Последний вообще завет его был таков. Он мне говорил: доченька, люби свою родину. Вот так вот я говорю: люби свою родину, цени свою родину, цени свою землю. Вот. Он хотел, чтобы я хотя бы частично взяла от него вот это чувство патриотизма. Конечно, я таким человеком, как папа, я не стану, потому что мне очень до него далеко. Это был величайший ума был человек. Вот. Но он хотел, чтобы как бы часть вот этого вот его духа, да, чтобы она как бы передалась мне. Он об этом мечтал. И, конечно же, у меня тоже есть свои планы. Да, я как бы сейчас полностью занимаюсь продвижением имени своего отца. Работают юристы над реабилитацией посмертной, потому что в прошлом году я получила отказ. Тогда я делала все самостоятельно. А сейчас у меня есть сильнейшая как бы команда юристов, которые мне сейчас помогают. Вот, и они, конечно, уже будут делать все по букве закона, как полагается. И я думаю, что вот с такой мощной поддержкой, да, в лице юристов, в лице, конечно же, обязательно общественности. В Фейсбуке очень много людей. Я благодарна каждому, да, вот подписчику, да, вот аккаунт Арон Атабек Воля и вот мой аккаунт, да, пишут такие теплые комментарии, да, что Казахстан с вами, Алма, мы вас поддержим, да, как бы мы за вас, да, вот мы в память о Ароне Атабеке, мы вас поддержим, мы хотим, чтобы улицу Назарбаева переименовали в проспект Арона Атабека. То есть люди, понимаете, еще болеют душой, они помнят его. И моя цель, главная, да, как дочери своего великого отца, чтобы его имя не ушло в тень, чтобы его имя не ушло в забвение. Вот, это моя цель, я посвящаю этому свою жизнь. Я возглавляю на сегодняшний день фонд имени Арона Атабека Арон Культигин. Я занимаюсь продвижением его творчества, занимаюсь посмертной реабилитацией. И, конечно же, даже сейчас в этой борьбе у меня находятся почему-то враги. Понимаете, то есть даже люди на сегодняшний день, кто не хочет, чтобы Арон Атабек был реабилитирован. Понимаете? Ну, в первую очередь, это его бывшая семья. Потому что даже на мои пресс-конференции приходили люди, которые угрожали меня убить. Понимаете? Билік басында. И, ну, со стороны, сверху, я скажу вам так, да, как бы честно, открытых угроз не было. Но я постоянно нахожусь в теневом бане в блоке. То есть тут как бы уже такие какие-то там, не знаю, спецслужбы, кто занимается вот именно вот этим информационным, так скажем, да, анализом. Я однозначно знаю, что меня читают все. Это я знаю 100%, что меня читают все. Об этом говорили как бы не раз, мне тоже доверенные мои лица, что много меня кто читает именно из правительства. И хорошо, пускай читают дальше. Вот. Жақсы. Енді Назарбаев пен Тоқаевтың дәуірін салыстырып сараптасақ, Алма Нытышева қай Қазақстанда өмір сүргісі келеді? Я хочу жить в справедливом Казахстане, демократичном Казахстане. Я хочу жить в Казахстане в том, о котором мечтал мой отец. Не режим Назарбаева, понимаете, где преследовался мой отец, да, меня как бы вообще абсолютно не устраивает. У меня самые такие горькие воспоминания, да, когда вот был этот режим.
Это в прямом смысле слова режим. Это был 30-летний был режим, это была ига. Я по-другому не могу сказать, потому что никакой правитель бы не позволил бы, чтобы пытали его граждан. Понимаете, чужие страны, да, когда видят, допустим, что их граждан пытают, они стоят на защиту. Понимаете? А тут происходит все буквально в твоем доме, и как будто человек об этом не знал, я не верю в это. Что касается на сегодняшний день время правления господина Токаева, я пока сейчас ничего не могу сказать, потому что я все-таки питаю надежду на то, что все-таки мой отец будет реабилитирован, именно будет им. Почему-то я вот, знаете, в это хочу верить, что именно господин Токаев, да, будучи политиком, будучи дипломатом, да, в первую очередь, каким он как бы был изначально, что все-таки он поймет, что это необходимый шаг для будущего Казахстана. Это необходимый шаг. В любом случае, да, рано или поздно, да, как бы, имя моего отца, оно уже высечено в сердцах народа Казахстана золотыми буквами. Понимаете, за его подвиги, да, за его деяния, за его героизм. Он уже вошел в историю, а народу память вот так волшебной палочкой не сотрешь. Из поколения в поколение меня удивляет то, что даже есть молодые люди, да, поколение, там, школьники, там, 6, 7, 8 класс, они знают, кто такой Арун Атабек, потому что родители им рассказывают об этом. Видите, и я этим горжусь. Жақсы, енді Алма ханым, біздің жалпы жобамыздың атының өзі бағдар. Біздің дәстүрлі сұрақ, Қазақстанның саяси бағдарына көзқарасыңыз қандай? Ну, смотрите, если как бы имеется в виду политику, да, политику, я не могу сейчас как бы, да, вот делать какие-то выводы именно о стиле, да, правления, о стиле политическом, да, нашей страны. Я могу сказать, как бы, как финансист с 2 высшими образованиями, да, что уже наша экономика катится ко дну. Ценовая политика, да, на продукты питания, все дорожает, у людей маленькая заработная плата, да, это все то, что предвидел мой отец изначально еще в 90-е годы. Вот. Давать какую-то оценку тому, что происходит, я могу только как обычный гражданин. Я не политолог, да, я пока еще не политический деятель. Я к этому приду однозначно, потому что как дочь своего отца я хочу продолжить борьбу. Выполнить его завет, в первую очередь, конечно, по реабилитации, по его, да, посмертной, да, чтобы увековечить его имя уже достойно, да, уже законно. Вот. И, конечно, я хочу продолжать дальше его деятельность, именно делать какие-то такие небольшие политические шаги. Почему, да, я объясню. Не потому что, да, я говорю такими прям какими-то личными амбициями, да, я вообще далекий от политики человек. На сегодняшний день я в культуре, я развиваю культуру Казахстана. Обо мне пишут как о культурном деятеле Казахстана. Вот. Но я, опять же, как бы думаю так, что культура и политика, они все равно вместе пересекаются. Вот. Поэтому я смогу дать оценку, да, вот именно такую правильную, как будущий политический деятель, возможно, попозже. Пока сейчас то, что происходит вот в нашей стране, конечно, меня не устраивает. Вот именно как гражданку Казахстана. Меня много что не устраивает. Жақсы, рахмет сұхбат беруге келгеніңізге осылай. Сізге көп рахмет шақырғаныңызға. Арун Атабектің есімі мәңгі ел есінде қалады деген үміттеміз. Құрметті көрермен, осымен біздің сұхбат аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған диссидент, оппозиционер, қазақтың соңғы самурайы Арун Атабектің қызы Алма Нутышева. Аман болыңыздар.